Мука, сахар, соль, крупы, мясомолочная продукция – список товаров первой необходимости, которые сегодня, оказывается, не всем по карману. Именно на необоснованный взлет цен жалуются жители. Разобраться в ситуации решили сотрудники администрации Магаса. Они провели рейд по торговым точкам. Первым делом комиссия наведывается в этот небольшой магазин. Я соль покупала по 230 рублей. Ящик, упаковку. Она у меня все время стояла по 13 рублей. Когда ко мне приходили, ее покупали. Цены и вправду повысились в среднем на 30%. На сметану, молоко, творог, чай и сахар рост аж на 70%. Но необоснованным их не посчитали. Сверяем закупку по накладной, надбавка не превышает 20%. Стоимость продуктов берут на карандаш. Следующая точка – магазин, расположенный по соседству. Здесь прилавки полупустые. Товар за проблемы эмоций. Так, кажется, проблемы не уже в данный момент продукты. Что банки дышат? Причина какая? Из-за того, что у вас не получается, да? Да, вот просто я таки знаю, таки. Именно, такие, такая жалоба, я не приялся, ухабаш был. Ваш мягкий, да. Не, просто шнаводкен дахадат хос, понимаешь? А что же мягкий, да? вообще у нас вообще прибыли нет. Проверяющие отправились в следующий магазин. Здесь полки забиты. По заявлению продавца цены стараются сдерживать. Все товары в наличии, дефицита нет. Тем не менее, сахар подорожал ровно наполовину. Комиссия параллельно с мониторингом цен изучает и запасы продовольствия в торговых точках. Пока, по их заявлению, проблем с отсутствием продуктов первой необходимости не наблюдается. Мониторинг цен сегодня провели в небольших магазинах. В основном цены завысились на те продукты, которые жизненно необходимы, можно сказать. И все результаты мы сверяем с числами. И тот результат, который мы собираем, мы отправляем в Министерство цифрового развития Республики Ингушетия для дальнейшей беседы и для дальнейшего принятия мер. По словам сотрудников администрации, подобные мероприятия позволяют фиксировать, а затем сравнивать и выявлять предпринимателей, поставщиков и производителей, необоснованно поднимающих цены на товары. Муслим Ганиев, Адам Гулоев, Рамазан Зурабов. Новости 24.